Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре четверг, 4 августа. Схема 5 троллейбусных маршрутов в Чебоксарах будет изменена. За корректировку проголосовали 43% жителей столицы. Такую информацию приводит столичная администрация, ссылаясь на данные портала «Открытый город». Всего в вопросе приняли участие 2232 человека. Напомню, планируется, что у троллейбуса под номером 8 появятся две конечные станции – Железнодорожный вокзал и Альгешево. Также по новой схеме будет ездить троллейбус номер 9 по проспекту Ивана Яковлева до улицы Ашмарина. А 6-й троллейбус пустят по проспекту Тракторостроителей, Эгерскому бульвару, проспекта Мира, Ивана Яковлева, Ленина, улицы Гагарина. Кстати, 5-й его отзеркалит, идя в другую сторону. К тому же планируют вернуть и старый маршрут 11-го троллейбуса от Чапаевского поселка до ЖД вокзала. В этом году в Чувашии очистят 35 водоемов. Вдобавок к ним по программе инициативного бюджетирования муниципалитет обустроит у себя 70 противопожарных водоемов. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. На эти цели из бюджета республики выделили 80 миллионов рублей. Масштабные работы уже 3-й год ведутся в Шумерлинском муниципальном округе. В складчину власти и жители договорились в этом году реализовать 72 проекта. Основной упор сделали на благоустройство населенных пунктов, не обошли стороной и водные объекты. Очистить пруды и обустроить противопожарные гидротехнические сооружения собираются в 5 сельских поселениях. К слову, в Тарханах работы уже начались. По плану в деревне должны преобразиться сразу 2 пруда, а в целом по округу – 20. В этом году в рамках республиканской адресной программы в Чувашии появится 5 новых сельских клубов. Ходить на концерты, посещать различные кружки теперь смогут жители сел Сияво, в Порецком и Новое Чурашево в Бретинском районах, а также деревни Ембай Урмарского района, Салабай-Косы Чебоксарского района и села Тугаева Комсомольского района. К тому же в этом году капитально отремонтируют и 14 сельских ДК. На строительство и ремонт объектов из республиканского бюджета выделено свыше 248 миллионов рублей. Выпускник Чувашского педуниверситета Алексей Чернов вошел в число победителей отборочного этапа окружного фестиваля граффити «Форм-арт». В своей работе Алексей отразил все грани творчества. Кстати, она так и называется – «Творчество». В ней есть изображения скульптуры, керамики, легко угадываются фигуры музыкантов и художников. Причем все они разных национальностей и культур. Кстати, тематика фестиваля этого года – наследие народов и регионов России. Победителя определят уже осенью с помощью общественного голосования. Обладатели призовых мест получат денежное вознаграждение от 100 до 200 тысяч рублей. И, к слову, финалисты фестиваля смогут реализовать свои задумки и разместить их на стенах зданий в своих регионах. Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает маэстро, народный артист России, дирижер Марис Яклашкин. Желаем Марису Николаевичу шагать в ногу со временем и сохранять свежий взгляд на жизнь. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».